Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 12 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем карту на отношения, на работу, на финансы. И итог дня. Итак, двойка жезлов у нас выпадает как карта дня, а это значит день, который мы хотим разделить со своими близкими людьми. Мы хотим движения, путешествия, мы хотим как-то выйти за рамки привычного, да, может быть, работали целую неделю, да, и вот теперь хочется просто каких-то новых впечатлений, хочется куда-то пойти, поехать, познакомиться с кем-то или провести время с друзьями на природе и так далее. А также карта говорит о том, что, скорее всего, вы хотите либо показать своим близким какое-то вот место ваше любимое, да, где они еще не были, либо вы уже вместе были вот в каком-то месте, куда вы сегодня хотите отправиться. То есть у вас прям желание повторить есть вот этот опыт, видимо, где-то вам очень понравилось. По двойке жезлов, что еще важного может быть? Двойка жезлов у нас карта, которая говорит о том, что вы, скорее всего, сегодня будете действовать очень активно, будет очень много сил. Те, кто, может быть, давно откладывали тренировки там в зале спортивном, да, можете очень эффективно сегодня там потренироваться. Кто-то вот этому весь день может посвятить. Кто-то, может быть, будет заниматься внешностью своей, лицом. Кто-то будет проявлять какие-то свои способности, таланты, так что вот вы станете заметны, вас прям могут отметить здесь другие люди. Также карта говорит о том, что, может быть, будете покупать какие-то спортивные вещи, тренажеры. Очень часто вот эта карта с автомобилями связана, со скоростью, да, либо вот просто куда-то далеко едете, либо решаете вопросы с ремонтом автомобиля, или кто-то покупает даже автомобиль. Но здесь вот знаете, как будто бы, если вот покупка автомобиля, то это, скорее всего, из вторых рук. То есть вы будете, вернее, во вторые руки покупать автомобиль, да, скорее всего, подержанный. Либо у вас, допустим, уже был когда-то этот автомобиль, а вы еще разочек такой же хотите. То есть он вам понравился, да, это именно модель, марка и так далее. А также вот можно приводить в порядок лицо, прическу и так далее, да. Для тех, кто занимается тренерской деятельностью или консультированием, спикеры, да, вот тоже очень удачный день, чтобы проводить разного рода консультации, трансляции и так далее. То есть вы здесь как бы первое лицо, да, делитесь опытом, вы на виду, вас замечают. Что еще важно по этой карте? Какие-то договоренности могут быть, заключение каких-то договоров вот на уровне деятельности, может быть, официальные даже какие-то предложения, может быть, кто-то даже будет делать предложение руки и сердца, да, то есть официально там приходит к родителям и там просят руки своей девушки, допустим, да, или еще какие-то вот официальные документы мы можем здесь оформлять, заключать какие-то официальные соглашения. Так, что еще? Кстати, это будет менять нашу жизнь. Не сейчас она еще меняется, но вот в будущем. Хорошая карта для здоровья. Когда, знаете, много энергии, много сил, поведение, да, допустим, вы начали вырабатывать какой-то новый стиль, способ поведения, и у вас уже это стало получаться, и вот вы сейчас стараетесь это закрепить. Может быть, вы пытаетесь поменять свои убеждения, какое-то новое состояние ума в себе вырабатываете, да, выбираете мысли, которые вот вам полезны, которые не полезны. Может быть, кстати, знаете, вам что-то понравится у конкурентов у ваших, вот если, допустим, вы какой-то деятельностью активной заняты, да, и вот у вас есть конкуренты, вам понравится, как они что-то делают у себя, вы захотите это повторить или превзойти их. Но в любом случае как-то можете вот зацепиться за эту мысль. Что еще важно?
Ну, знаете, вот здесь карта вот вообще вот эта силы воли. То есть вы как-то будете стараться, чтобы все было по-вашему, чтобы все зависело от вас. И все вопросы вы тут решаете силой воли как раз. Вы не хотите делиться ответственностью, властью. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это может быть проблемно, да. Вот, но пока что, видимо, еще время не пришло для того, чтобы вот вы как-то смогли поделиться вот этой ответственностью, тем, что вы делаете в жизни уже, да, с другими людьми. То есть все равно вам хочется контролировать, вам хочется, вот, чтобы было только так, как вам нужно. Вы еще, в принципе, не реализовали до конца то, к чему стремитесь, и вам хочется, чтобы вот все было под вашим контролем. И это правильно. Что будет помогать? Двойка мечей. Карта говорит о том, что помогать будет стремление к взаимопониманию. Если вы стараетесь общаться с теми людьми, с которыми у вас разные интересы, то ничего не получится. Видите, даже фигуры смотрят в разную сторону, да? Но если это будут люди, которые разделяют ваши цели, планы, заинтересованы в том, чтобы вы победили, вот такие люди вам нужны, да, для помощи, для поддержки, просто, может быть, эмоциональной, даже какой-то моральной поддержки, не обязательно это в работе, да. Если вы едете куда-то в путешествие, в какое-то отправляетесь, тоже люди с вами должны быть такие, которые тоже хотят туда же, куда и вы попасть. Им нравится то же самое, что нравится вам. То есть у вас совпадают интересы, мышление, цели и так далее. Если же эти люди вам не подходят, вот, не повторяют вас, скажем так, в чем-то, да, то лучше отказаться от общения с такими людьми на сегодня. Ну, по крайней мере, просто избежать как-то вот этого общения. Не обязательно вообще отказаться от него. По двойке мечей у нас еще общение происходит с близкими людьми, с семьей, с родителями, да, родители, дети. Вот здесь нужно быть осторожнее, искать как раз вот те точки соприкосновения, которые есть. И если у вас в чем-то различаются точки зрения, то лучше про это даже и не говорить, и как бы не задействовать это, да, чтобы не было ссоры, конфликта и так далее. Теперь... кстати, вот еще по этой карте лучше не оставаться дома, да, лучше с семьей вместе куда-то уезжать, вот если вот выходные есть возможность, хотя бы просто выйти прогуляться, посетить какое-то заведение, ну, допустим, кафе какое-то, да, или парк. В общем, для того, чтобы вот выйти из привычного круга, из стен, да, привычных. А теперь что будет мешать? Десятка пентаклей. Будет мешать решение сегодня каких-то денежных дел. Да, вот знаете, вот если вы, допустим, ищете себе дом, квартиру, вы можете посмотреть, но не заключайте, не говорите окончательное ни да, ни нет. Лучше отложите это на другой день, дайте себе возможность подумать, посоветоваться и так далее. Вот, лучше здесь сегодня не говорить ничего определенно. А также вот по этой карте не нужно строить каких-то далеко идущих планов, потому что, скорее всего, они переменятся у вас тут в ближайшее время. Либо, допустим, вам пообещали, ну, что, допустим, за вами останется эта недвижимость, да, а потом могут нарушить свое обещание. То есть вот как-то все здесь сегодня непрочно, и не стоит как-то слишком большого значения этому придавать. Кроме того, не нужно решать сегодня дела семьи всей, да, вот, допустим, сегодня начнут вдруг вас просить родственники, вот мне нужна ваша помощь такая-то, другие родственники еще чего-то хотят от вас, и вы остаетесь тогда как бы всем должны, да, и пропускаете вот этот день для себя, для своих каких-то интересов. То есть все-таки сегодня нужно своими интересами заниматься, если есть возможность отказать, если это не что-то такое прям критическое, да, лучше отказаться от помощи там близким, семье и заняться собой, потому что вам нужно вот эту энергию, которая вам потом поможет в достижениях, в работе, ее нужно набрать сегодня. В отношениях выпадает паж пентаклей, карта очень часто связана с посредниками, с детьми, с людьми, которые
вот как-то не относятся, может быть, к нашей паре, да, это люди, которые как бы в дополнение идут к нашим отношениям, да, поэтому часто вот как бы детей относят к этой карте. Так вот, скорее всего, здесь будет желание либо там чего-то нового, да, вот вы, допустим, хотите, один партнер хочет поехать, допустим, в то же самое место, где уже были, а другой партнер хочет чего-то нового, да. Может быть, допустим, не хватает денег на какое-то путешествие, которое вы планировали, да, может быть, ограничены просто вы в средствах как-то. В общем, карта, которая говорит о том, что вам может быть как-то сложно с деньгами в этот день, или придется их урезать, вот эти расходы, а может быть, какие-то вещи хотели купить, может быть, можно дешевле купить, чем то, на что вы рассчитывали, да, может быть, нужно сберечь какие-то средства, то есть не все потратить. Может быть, кто-то какую-то небольшую помощь материальную вам окажет, да, просто как подарок, допустим, сделает там для вашей пары, там для ваших деток, может быть, кто-то денежку подарит, поможет, да, с деньгами. Также карта говорит о том, что вы можете заботиться о здоровье, о теле. Может быть, вы вместе будете здесь посещать там тренировки какие-то. Там массаж очень часто идет по этой карте, может быть, какие-то, знаете, процедуры такие, может быть, поедете, допустим, куда-то отдыхать, и вот у вас есть возможность как-то позаботиться о теле. Ну, может, просто даже на солнышке полежать, да, или какой-то там поход, в общем, что-то такое очень полезное для вашего тела, для вашего здоровья. Также вот по этой карте очень часто какие-то новые приходят источники дохода. Может быть, вот кто-то вашему партнеру или вам сегодня предложит какую-то идею, которая даст вам возможность заработать. Для тех, кто в поиске, ой, 2 карты выпало, для тех, кто в поиске партнера, выпадает 7 бубновая и 8 трефовая. Карта говорит о том, что сегодня может быть знакомство через свое окружение. То есть кто-то может вас познакомить из ваших друзей, близких. Или это может быть через, допустим, через интернет, да, с сайта, допустим, какое-то знакомство. Или какой-то телефонный звонок. В общем, что-то такое, да, может произойти. Кроме того, может быть, даже, знаете, вы откажетесь от какой-то встречи, от какого-то знакомства. Почему? Может быть, вам покажется, что этот человек не ваш, или вам не понравится, что кто-то вас знакомит, навязывает вам какого-то своего знакомого, да, и вам покажется, что этот человек вам не подходящий. На самом деле, смотрите, это вполне может быть хорошее знакомство, просто вы из духа противоречия можете отказаться. Ну, допустим, там родители предлагают познакомиться, или кто-то из семьи, да, и вам кажется, что вот это не тот человек, который вам нужен. Напрасно подумайте, это, в принципе, вполне может быть хорошее знакомство. Для тех, кто в паре, 7 пиковая. Карта говорит о том, что какие-то у вас здесь могут быть соглашения, бумаги, заключение каких-то договоров. Кто-то, может быть, оплачивает счета сегодня. Кто-то, может быть, допустим, переписывается. Вот может быть, допустим, один партнер в поездке, другой остается дома, там, с детьми, допустим, да, и вот вы переписываетесь или перезваниваетесь. Могут деньги приходить, какие-то бумажные прям деньги, да. Так. Карта говорит о том, что вы, в принципе, можете сегодня в отношениях очень даже как бы весело время провести. Либо вы посвящаете весь день детям своим, да, либо вы посвящаете день путешествиям, каким-то отдыху, развлечениям, либо вы здесь можете начинать что-то новое, да, какая-то действительно, может быть, идея по работе, по деньгам, вполне возможно.
такой день какой-то новый для вас. Неожиданные могут быть какие-то события. Для тех, кто в ссоре, девятка бубновая. Но здесь, знаете, может быть даже какое-то неприятное общение у вас получится, если вы начнете мириться, да. Вот, знаете, если вот хотите поставить точку в отношениях, то это прекрасный день для того, чтобы это сделать. Если же хотите продолжение отношений, то сегодня лучше вот не взаимодействовать, не мириться, да, а только хуже может получиться, вообще отношения могут прекратиться. Для работы выпадает умеренность. Умеренность – это карта интересная. Она может как отдых обозначать, да, от работы. То есть вообще мы не работаем, мы расслабляемся. Либо если мы на работе, то тоже очень как-то все комфортно, спокойно, по привычному сценарию все идет, да, и как бы особого беспокойства не вызывает, энергии мы много не тратим. Либо если ситуация какая-то сложная в работе, то к нам вовремя приходит помощь какая-то. Ну и также карта говорит о том, что в работе должна быть мера, да, чтобы мы работали и отдыхали достаточное количество времени, чтобы было это сбалансировано. Плюс нужно быть внимательным, если, допустим, у вас деятельность связана с какими-то точными операциями, да, вот самое важное здесь все правильно там отмерить, все за всем внимательно следить, все правильно рассчитывать, чтобы не было ошибки, которая может за собой повлечь какие-то неприятности. Для тех, кто в поиске работы, валет бубновый, ну, либо на сегодня вы прекращаете поиски и ну, как бы отдыхаете, да, вот другим занимаетесь, либо у вас, может быть, знаете, какое-то неожиданное такое происшествие, либо вот именно связанная с поиском работы. Может быть, неожиданно кто-то что-то предложит, может быть, новую какую-то работу, которую вы вообще в виду не имели. Или, может быть, где вам придется учиться, да. Или, может быть, здесь может быть, вы сами примете какое-то важное решение для себя вот по поводу работы. Вот так как здесь у нас карта умеренность, она у нас под стрельцом идет, то здесь может быть принятие решения о том, чтобы увеличить свои знания, да, улучшить. То есть какое-то образование, возможно, вы примете решение получить для того, чтобы с работой у вас не было в будущем проблем. Для тех, у кого своя работа уже есть, восьмерка пиковая говорит о том, что вы либо отдыхаете, да, от работы в кругу друзей, выезжаете куда-то, либо вы работаете, знаете, как с людьми. Ну, допустим, если у вас там сетевой маркетинг или еще что-то такое, да, вам как бы выходной не мешает зарабатывать. Либо вот просто здесь какие-то многочисленные такие, многочисленное общение, многочисленная аудитория, да, здесь может быть какие-то действительно там семинары, какие-то собрания. В общем, как-то вы очень с большим количеством людей здесь общаетесь, работаете, от этого зависит вот то дело, которым вы занимаетесь. Для тех, у кого свое дело. Дама пиковая. Карта говорит о том, что у вас может быть очень комфортный день, то есть либо вы это посвящаете семье, отдыху, комфорту, расслаблению, да, поездкам каким-то в приятные места. В общем, когда вы наслаждаетесь жизнью, когда вы вкусненькое там кушаете, когда вы красивое наблюдаете. В общем, такое вот очень приятное состояние, да. Или, может быть, здесь, знаете, вы что-то запланировали раньше, да, и вот сегодня у вас все идет вот как вы запланировали, по сценарию, по инструкции, да, вот все дела абсолютно, которые были на сегодня, вы их успеваете выполнить, получить деньги. Кстати, тут не очень большие деньги, да, но как бы хватает, да, то есть это немножко, может быть, даже больше, чем необходимо, но не такие большие крупные суммы, которые, допустим, нужны для покупки машины или там для покупки недвижимости. Нет, конечно же, столько вы сегодня не заработаете, да, но довольно-таки хорошая может быть прибыль. Ну и вообще вот какое-то, если у вас было желание, какой-то проект, вы можете прям его сегодня успешно очень выполнить. Либо получить
все возможности для того, чтобы у вас все здесь произошло по-вашему. В финансах выпадает карта «Мир». Здесь у вас либо будут траты максимальные, да, либо вы будете тратить на путешествия, на семью, на какие-то свои цели. Может быть, довольно-таки большие траты здесь. Или, может быть, знаете, сразу большую сумму будете тратить на что-то важное, да. Давайте посмотрим. Ну и в принципе, знаете, вот по этой карте часто хватает денег, может быть, даже мы не рассчитывали на то, что хватит, да, могут приходить подарки, помощь какая-то неожиданная, либо просто наших средств хватает на то, что мы запланировали приобрести, да, допустим, там скидка какая-то вдруг появляется или еще что-то такое. Для тех, у кого зарплата шестерка пиковая, могут быть траты какие-то на оплату каких-то счетов, да, может быть, допустим, налоги какие-то или еще что-то такое вы будете платить. Также карта говорит о том, что может быть, ну, может быть, не время сейчас для прихода денег. Дайте еще одну карту достану. Вот так. Скорее всего, деньги будут приходить от других людей, не ваши деньги, да, это либо от семьи, либо, может быть, вдруг дотация какая-то от государства, допустим, вы ожидали какой-то приход денег, да, вот от администрации, от государства и так далее, не было, и вот сегодня они, допустим, могут прийти, либо вы их можете тратить сегодня. Для тех, кто зарабатывает своим делом, десятка бубновая, карта говорит о том, что могут быть такие неожиданные приятные сюрпризы в деньгах. Это может быть известие о каких-то деньгах, которые еще не поступили, но в ближайшее время поступят. Это может быть идея, как заработать лучше. Допустим, вы понимаете, что у вас, может быть, здесь еще нет полной информации, может быть, вам нужно учиться или найти специалиста, который вам будет помогать. Ну, как будто бы вот открытие нового источника дохода. Также деньги от вашего профессионального навыка какого-то. Итог дня у нас тройка пентаклей. Карта говорит о том, что вы получите удовлетворение и радость от всего, что сегодня происходило. Где вы были, чем занимались, на что вы потратили деньги. Все это будет важно. Очень часто эта карта связана еще с обучением. Да, может быть, действительно кто-то будет вносить плату за обучение. Вот, допустим, решили здесь... приняли решение учиться, да, и вот, может быть, даже будете оплачивать, либо просто будете рассчитывать на то, что вот вам нужны деньги на то-то, да. Тройка пентаклей у нас, в принципе, карта денежная, да, она говорит о том, что вы... В общем, вы получаете деньги от какого-то нового направления, от начатого дела, либо вы их потратили там на внешность, на одежду, на какую-то красоту, на комфорт, там, на обустройство дома, на какую-то приятную поездку, на обучение, да, и вот испытываете от этого удовольствие, удовлетворение. То есть вы понимаете, что все делаете правильно, вы понимаете, что деньги, которые вы сегодня потратили, они вернутся к вам умноженными. Усилия, которые вы сегодня вложили, они вернутся к вам умноженными. То есть очень хорошая карта, которая говорит о том, что вы будете удовлетворены тем, что сегодня происходило. И знаете, у вас как будто бы появится такое... ощущение уверенности в завтрашнем дне. Кроме того, вы как будто бы какие-то свои важные дела сегодня продвинете через других людей, через взаимодействие с другими людьми, через коммуникации. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!